Один раз я чуть ли не встретила Новый год в машине. С 31 на 1, потому что не хотите, чтобы прилетело вам в голову чем-то, вот, ну и не ходите. Китайцам тоже в гости не надо, так откроешь дверь, рядом. Верните мороженое с 7 класса Эмилевское, такой большой в стаканчиках. Администрация, пожалуйста, мы вас, пожалуйста, вы у нас полдники отобрали. Также там тогда еще. Боже. Ставьте это в фильм. А если реально слать? А если реально слать стробери? Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Soul подкаст. И сегодня Soul подкаст хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Александра, как у тебя вообще настроение? Чувствуешь Новый год в воздухе? Летает? Менің өте керемет, себебі жаңа жыл ол менің сүйікті мейрамдарымның бірі. Ал жаңа жыл атмосферасы елу де елу. Ну да, мне так же. А сенің көңіл күйің қалай? Вообще, все круто. Люблю Новый год, потому что это такой атмосферный семейный праздник. И подарки люблю. Как подготовка к Новому году? Я сделала ногти. Вообще классно. Вообще классно. Блин, тоже хочу. А у тебя как подготовка к Новому году? Знаешь, не очень, потому что я отмечаю это не здесь. И из-за этого я не могу как-то готовиться к этому особо. Вот. Жду поездки к семье. На данный момент я еще не в Астане. Я еще здесь. А я буду встречать Новый год без родителей, потому что они уехали. А я буду в семье. Ну, жалко, конечно. Ну ладно, не будем грустить сегодня. Угу. У нас сегодня веселый подкаст. Что вообще? Вообще, кроме вот подготовки к Новому году, ты что-нибудь, может, какие-то истории есть из детства, интересные, связанные с Новым годом? Я вспомнила. Когда вот мы встречались с родителями Новый год, и вот надо же было открыть шампанское. И когда открыли, крышка прилетела мне в голову. Это смешно, нет? Смешно. Про шампанское можно? Ну ладно. Знаете, мы все люди, поэтому думаю... Вообще, по сути, это же символ. Ну да. Ну вот тогда. Да. Адия, сенде осы жаңа жылды қарсы алу кезінде дастарханға не қоясыңдар? Мүмкін бір ерекше тағамдар. Ну, на самом деле, это как у всех, там, оливье. Ну, самое, мне кажется, обычный дастархан. Но вот где интересные, мне кажется, накрывают стол, это где-нибудь в Италии. Там всегда принято то, что вот у них есть куличи с апельсином и изюмом. И я вот читала про рецепт, и мне кажется, в этом году, может быть, я попробую приготовить что-то подобное. Возможно, будет итальянский дастархан к Новому году. Надеюсь, мы попробуем это. Еще, знаете, вот в Великобритании там тоже очень интересно отмечают, потому что мы же вот смотрим фильмы от Netflix или еще что-то вот. Там люди, они наряжаются в костюмы разных персонажей и так далее, вот. И по улицам, по городу так гуляют. Мне кажется, это очень интересно. Ну, это прям как карнавал, это очень здорово. Да. Ну, кстати, вот подобное тоже в Германии есть, потому что там устраивают рождественские ярмарки. И вообще это очень классно, мне кажется. У нас такого особо нет. Но вроде обещают в этом году то, что в семье будет что-то подобное. Ну, надеюсь, потому что это очень здорово, это очень заряжает атмосферой. American Teenage. Да. Что? Вот, кстати, насчет детства. Ты верила в детство в Деда Мороза? Да, верила. Ну, потом поняла, что Деда Мороза не существует. Ладно, существует. Существует, ребят, если вам до 10 лет, то Дед Мороз существует. Может, у нас есть маленькие просмотры? Возможно. Подписчики, то есть. Мы раскрыли секрет. А ты веришь? На самом деле, сейчас нет, конечно, но в детстве вот верила. У меня даже есть история, как я узнала, что Деда Мороза не существует. Было обидно, больно, досадно. То есть мы едем к Апашке, мы в тот год отмечали у Апашки, они дома. А родители заранее не перевезли подарки.
И они с нами их вместе везут, а там подарки довольно громоздкие были. Я не помню, что младшему брату дарили, но мне дарили такую большую монополию. И как бы, ну, она сильно выделялась. Знаете, папа несет какие-то пакеты, я заглядываю, такая смотрю, ну, думаю, ну ладно, может, это не мне, может, не мне. Но откуда я знаю? Я вообще думаю, Дед Мороз существует. И мама что-то начинает, а вот папа не помещается в лифт, он сам поедет. Все, мы поехали. Ну, как бы, настроя. Да. Лифта вообще 5-6 может выдержать. А тут и папа в итоге поднялся, мы вот сидим, отмечаем бой курантов. И родители нас, как обычно, уводят к окну. Они всегда так делали. Уводили нас к окну, смотреть на салюты. А в этом году они не выводили в другую комнату. Они в этой же комнате нас оставили, но к окну. И мы стоим, смотрим, а я начинаю палить. Что там происходит? А папа, блин, самый незаметный человек в этой вселенной пытается под елку подкинуть эти подарки. И потом через секунды-две такой, а Дежан, смотрите, там что-то принесли. И в тот момент я поняла, что Деда Мороз. Да, весь мир это ложь, боль, обиды. Серый мир. Да. В этом мире все нам врут. Да. Жестоко. А может, Дед Мороз существует? А может и да. Мы откуда знаем, знаете? Возможно, это просто у нас такая ситуация, и может, мы вообще себя ужасно вели в этот год. И родители решили нас поощрять все равно. Вот. Дальше что? Дальше что? Один раз я чуть ли не встретила Новый год в машине. То есть машина не открывалась, я была одна в ней. Реально? Да, мне было так страшно, я плакала, я орала просто. Новый год в машине. А потом как? Тебя вытащили? Звучит как челлендж какой-то. Адия, ал саған осы жаңа жылды ата-анаңмен қарсы алған ұнай ма или әлде достарыңмен? Ну, меня никто все равно сейчас не пустит с друзьями отвечать. Но, в принципе, я люблю этот праздник за то, что я нахожусь в этот момент с семьей, особенно сейчас, учитывая, что я от них, я в другом городе, и из-за этого, как-то хочется проводить этот праздник больше с семьей, как-то более атмосферно, мне кажется, даже это с семьей проводить. Смотреть «Иронию судьбы» и готовить с мамой салаты, это самое лучшее. Маған да ата-анаммен қарсы алған ұнайды. Достарыммен әрине жақсы, бірақ ата-анаммен, да и тем более это ежегодно, типа Да. с родителями уже привыкла, а с друзьями еще не пробовала. Да, то же самое. Но на самом деле в этом году, я не знаю, можно об этом сказать, то, что у Adal Volunteers вечеринка, и я бы хотела туда попасть, но так как я уезжаю из города, я такая, Ты когда уезжаешь? 23-го, да. Вот. Не попаду туда. А вы можете попасть. А как можно туда попасть? Адия, ты любишь подарки получать или наоборот дарить? И то люблю, потому что дарить подарки – это получать эмоции от твоих друзей, это очень классно. А тоже получать подарки – это, наоборот, как бы само эти эмоции. Ты подготовилась, уже подготовила наряд какой-то к Новому году? К Новому году? Да, у меня есть платье, оно такое серебристое. Наверное, в школе будет уже Новый год, да? Да, должен. Тогда көресіңдер мені. Ладно, везде. У меня наряд тоже вроде как готов, но просто вообще в этом году, этот год, Pantone выбирали этот цвет года, и это будет красный цвет, такой. Красный? Да, более кораллово-красный, что-то подобное. А как вообще твой год прошел, этот 2020? Трудно, очень тяжело, довольно трудный год, потому что, это первый был год, когда я без родителей была. Плюс первый год, то, что вот в этом году мы готовимся к МЭСКу уже, да. В следующем году его сдавать. В следующем, это через 6 месяцев, даже меньше, 5 месяцев. Майска. Надо до Москвы выйти с ней. Прям сзади, до свидания. Ты, кстати, когда-нибудь адвент-календари покупала себе? Много. Нет, вроде не помню, честно. Вроде нет, не покупала. А ты? Я, кажется, покупала, такой с шоколадками обычными,
Но вообще, адвент-календари, почему я про них спросила, я же до этого говорила про Германию. Да. Получается, Германия – это родина адвент-календарей, поэтому прям там их очень много, самых разных, вообще можно найти самые разные. И плюс, вообще, как они появились, получается, одна фрау Ланг, она придумала для своего сына такое развлечение, чтобы он ее не спрашивал, сколько осталось до Рождества, вот так вот ему сделала такой календарик, и туда положила или печеньки, то ли безе, то ли печеньки, и он каждый день открывал это окошко такого, каждый вечер он открывал и знал, сколько осталось до Рождества. Тоже решился испечь. Вот. Так и появились адвент-календари. Первый адвент-календарь. Он решил то, что хочет других детей тоже так. Как бы, чтобы и их родители могли как-то ребенка, как сказать, Порадовать? да, порадовать, чтобы порадовать, и чтобы он их не доставал. Сколько осталось? Вот. Вообще, Новый год – это самый такой веселый праздник, мне кажется. Нет? Да. Мне кажется, Новый год Среди. – это праздник, который любят все. Да. Практически. Есть, конечно, всякие. Как тебе украшения в нашей школе? По идее, нравится. Все шанраки, они постарались. Именно этот блок еще. Это какой? Четвертый блок. Да, четвёртый. Вообще топовый. Да, вообще классно. Ребята молодцы. А мы еще не украшали, скоро А где будем. у вас? У нас вместе, где спортзал, готовь украшения. Завтра украшаем, если не придешь. А, да? Кстати, ты смотришь же, стопудово смотришь новогодние фильмы, сериалы. «Один дома». Один дома. Я каждый год смотрю, и вообще скучно бывает. Просто вот Как-то такой сразу. вайб еще. Да. «Ирония судьбы» с мамой смотреть прям перед Новым годом, это прям самое классное. Хотя, если честно, я не особо понимаю концепт этого фильма. Типа, он довольно странный, но атмосфера заряжает. Как можно оставить своего ребенка дома? Просто Вот один, да. Такой бред. Но на самом деле, с одной стороны, у них много детей. Возможно. это возможно, но это Да, но вообще это как-то- нелогично. Да, вообще странно. Но мой любимый вообще сериал, наверное, именно про Новый год, это «Лили и Дэш». Если вы не смотрели, посмотрите. Очень такой заряжающий. Я еще не смотрю. Вот, посмотри. О чем там? Тоже Новый год? Да, про Новый год. Вообще, как парень и девушка, они, получается, познакомились при помощи такой книжки, которую девушка оставила в библиотеке. И вот так вот они друг друга задания выполняют, чтобы узнать, кто они такие. И все это перед Новым годом. А ты смотришь ужастики? Ужастики про Новый год. Про Новый год? Нет, не смотрела вообще. Мы с сестрой ходили в кинотеатр на фильм, вроде называется «Хэллоуин убивает». Там вообще ужас, там режут и режут. То есть про такое можно говорить? Ну ладно, нормально. И есть еще какой-то фильм-мультик «Кошмар под Новый год». Я вчера просто смотрела, что можно посмотреть. И вот думаю его внести, скажем так, в Список. Да, в список, чтобы посмотреть. Вообще, смотрите Гарри Поттера. Вот Гарри Поттер, Кубок огня. Вот это самый новогодний фильм из всех. Потому что там есть святочный бал. Если вы никогда не смотрели «Гарри Поттер», я вам завидую. Потому что я уже с 5 лет его пересматриваю, я не знаю, сколько раз. Я только в 8 смотрела. А я с папой вместе смотрела. С детства. Вот. Драко такой краш. Кто ты, я тебя не знаю. Близнецы Уизли, вот это жизнь. Да. Как звали их? Фред и Джон? Джордж. Джордж. Оксана Позер. Ладно, я реально не помню. Я попила. Ты будешь? Не буду. Ладно. Вы знаете, что в Китае люди, они вообще такие странные, они вот посуду кидают об дверь. Типа, некоторым там... Ладно, не будем об этом говорить. Итальянцы выкидывают вещи в окно. Да. Чтобы избавиться от старых каких-то... Это примета у них, типа, если ты выкидываешь старые вещи, это значит, что ты избавился от этого. И в новом году, то есть этого не будет уже. Допустим, ты выкинул какую-то сломанную кружку, допустим, в окно.
Поэтому в Италии не ходите возле жилых домов в 12 часов ночи, потому что в 31, ну, получается, 1 января уже в 12 часов ночи не ходите. С 31 на 1, потому что не хотите, чтобы прилетело вам в голову чем-то, вот, ну и не ходите. Китайцам тоже в гости не надо, так откроешь дверь рядом. Ты, кстати, знал то, что говорят, то, что елки украшать, это пришло от гуннов. Получается, это наша традиция на самом-то деле, с какой-то стороны. Гунны же тоже наши предки. Вот, представляете, это наша традиция. Потому что, получается, у гуннов ель, это была елка, это было, как сказать, священное дерево. И они его стали украшать, чтобы задобрить, получается. В то время у них тоже какой-то праздник был, то есть это не было как Новый год, как-то по-другому называлось, и они питались таким образом, то есть как-то подготовиться к нему, плюс задобрить их на то время в то, что они верили, в Бога, получается. Ну, у них свой Бог же был на тот момент. Вот. Вообще все так странно, да? Типа у них... Я не думала, что они тоже как-то праздновали Новый год, вот это все. Ну, это не странно, это просто так удивительно. Вообще есть, вот мы про приметы говорили других стран, а вообще в какие приметы вы с семьей верите, или, может быть, только ты? Новогодние именно. Я вообще не верю в приметы, вообще. Перед Сочами мы все верим в приметы. Положить конспект под подушку, постучать, сказать, ой, мне 3 выйдет, а потом такой... Да. Или не мыть голову перед Сочи. Да, это обязательно. Вот. Потом с грязной воском видишь. Зато со знаниями. Они не вымылись из головы. Ну ладно. Но наша семья тоже особо в примет не верит. Но, допустим, сделать генеральную уборку это обязательно. Просто вычистить все, я не знаю, выкинуть все, что не надо. Тогда находишь свои потерянные вещи, да? Да. Или в старой куртке находишь 500 тенге такой. Все, я нашел деньги, на которые куплю себе подарки. Речь. Да. Вообще, ты строила планы на следующий год? На следующий год? Личное, не публичное. Ладно, шучу. А если серьезно, то надо уже готовиться, уже найти университеты для поступления. Тяжело. Список университетов. Потом на следующий год еще и МЭС. Надо готовиться к МЭСу. Потом, что еще можно? К МЭСу, да, готовиться. Надо сдать как минимум физику, мне нужно на А сдать. Если я не сдам физику на А, вы меня выкиньте куда-нибудь. Можете, в принципе, дизлайк поставить. Мне надо физику тоже, да. Ну ладно, Бэшка, но не меньше, потому что... Да, Бэшка это минимально, что. Да. Еще годовые оценки. Ну ладно, это не суть. Ну, красный аттестат мне уже не светит, но хотя бы, знаете, побольше 5. Особенно по предметам, которые потом в 12 класс перейдут, по типу географии. Химбио у меня, например. О, боже, химбио. Больная тема. Тяжело. Пожелание на Новый год. Чтобы химбио нам побыстрее убрать. Ладно, химики, биологи, мы вас любим, но... А химбио мы не любим. Им, например, тоже не нравится физика. Да, поэтому все честно. Мне тоже не нравится физика. Просто для моей профессии. Да. Мы же про Новый год должны. Нет, ну почему? Мы говорим про планы на следующий год. Ну хотя да. Ладно, все. У меня есть планов попасть в волшебный пир. Знаете, я очень хочу туда попасть. Я хочу попасть в Хогвартс. Ну, это да. И там ответить Новый год, да? Да. И еще я летом хотела со своими родителями куда-то, в какой-то, не знаю. Ладно, да, подожди. Поездка? Да, какая-то поездка, что ли. В Ахтау хочу именно. Не знаю почему. Чего все в Актау хотят? Потому что там красиво. Там Алишер есть. Вы знаете его? Который я? Семибайт, да. Вот там Алишер есть, надо к нему. Алишеру потом скинешь. Этот Он подкаст. посмотрит. Поставь лайк, да. Коммент, напиши, что ты сюда пришел. Вы устраиваете в этом году тайного Санту ваш класс? Тайного Санту? Нет. Потому что... Нет. Возможно, из-за того, что мы выросли все уже. И как-то это, странно дарить людям, с которыми ты не настолько близок. Может, я какая-то пессимистичная, но я реально не понимаю вот вообще суть этой игры. Типа,
Тайна С Санта. друзьями классно? Ты знаешь, что тебе подарят. И типа, Нет, ну не обязательно, не всегда же. Это мы просто придумали писать виш-лист, знаете, как гении. А обычно люди сами подбирали подарки. ну ладно. Это просто мы с мозгами, Гении. это да, дружим, мы же с Нишей. Нет, мы не дружим с мозгами. А как тебе вообще Новый год в нише? Ну, праздник, мероприятие. Ну, вообще классно, но в том году его не было. Обидно. Да. А в этом году я не попаду туда, скорее всего. Верните мороженое с 7 класса Эмилевское, Да. такой большой в стаканчиках. Администрация, пожалуйста, мы вас... Пожалуйста, вы у нас полдники отобрали. Также Пожалуйста. там тогда еще давали же нам пиццу, что ли? Да, пицца. Там вообще был такой стол. Я такое пропустила. Да? Там был апельсин, пицца, Да. мороженое, Лагман. лагман. Что еще было? Что-то еще было. Эти были. Самса, кажется, что-то такое Да, еще да, было. да. Потом еще были шоколадки, джумка и зебра была. А мы еще в тот год Тайного Санту нормально устроили. И было прям классно. Негізі осы жаңа жылдық ойындар ол бізді, яғни достар арасындағы қарым-қатынасты жақсартады, біздің басымызды біріктіреді деуге де болады. Себебі олар осы сыйлық беретін адамның көңілінен шығу үшін стараются. Олар үшін жақсы сыйлықтар алуға тырысады. А ты как относишься к таким? Ну, вообще, мне кажется, Тайна Санта это, конечно, здорово на самом деле. Но смотря тоже какой коллектив. Да. Если вы, в принципе, более-менее нормально как бы, этот коллектив общается, ну, не то, что общается, но как-то более-менее у них есть какие-то нейтральные хотя бы отношения, то все, мне кажется, это получится очень даже неплохо. Тем более это сплочает как-то. И вообще это здорово. Но с друзьями это весело на самом деле. Особенно если вы не знаете, что друг другу дарить, вы дарите какую-то, прям реально стараетесь над подарком, думаете. А так просто эти года, сколько делаю, всегда пишу, что хочу. То есть, ну, как бы, и ты не знаешь, кто дарит, но ты уже приблизительно знаешь, что подарит. И это как-то не очень. Поэтому не делайте так, просто знайте своих друзей хорошо и сами подбирайте подарки. Вообще, разленились уже. В прошлом году мы играли с классом в эту игру, вот, и я попалась, нет, это 8 марта. Я подумала. А вы в прошлом году как дарили на Новый год подарки? Мы вроде не играли в Тайного Санту, вроде бы. Вот, ты слушаешь речь президента? Вообще, что делаешь в последние минуты вот перед Новым годом? Ну, по идее, слушай, это же как уже ежегодная рутина, и Да, вот такая сидишь, ждешь речь пожеланий. президента. Сейчас он поднимет бокал и такой, пам, с Новым годом! И такие, Да. Ну, мы тоже слушаем. А в последние минуты обычно мы все... Я сижу, вот друзей всем пишу, вот, с наступающим сейчас будет... И мама где-то минуты за 5 говорит, убирай телефон. А то сейчас как встречу с Новым годом, так его и проведешь. да. В телефоне. Вот, это приметы, в которые, мне кажется, практически все верят. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если будешь чем-то недовольна, сидеть вот так, тогда весь год будешь такая. И в хорошей, красивой одежде, да? Что еще вообще про Новый год? Вообще, может, у тебя есть какие-нибудь интересные истории еще? Что-нибудь interesting? С друзьями, может. Вот, Оника болды, а потом я такая думаю, все, надо начать такую классную жизнь, надо быть активной, продуктивной везде. Я начала делать пресс, начала отжиматься, я думаю, надо вот стать классной, стать... Да, начать жизнь с нового листа. Да, Все. 12 пробила и сразу. я реально пошла и сделала отжимания, я не знаю, это только на один день мне... Хватит, Да, хватило, все. На второй день такая, о, салат, о, вот это ты кушаешь. Нет, на самом деле тоже строю всегда планы. Такая, так, вот это буду делать, вот это делать на следующий день. Еще все каникулы так просплю, потом весь учебный год просплю. И вообще потом просыпаюсь уже перед Новым годом опять такая, ой,
Пишем планы на 2023 в этот раз. Да. Кстати, год кролика. Ваша семья какие-нибудь тоже приметы с этим связаны? С этим связаны приметы какие-то? Ну, я даже приметы не знаю, честно. Ну, допустим, вот у меня Пашка с Саташкой, они всегда покупают магнитики с кроликом, вешают. Ну, то есть не с кроликом, а с этим животным. Но вот в этот раз кролик же, они вешают его на дверь. У них железная дверь же всегда у всех. А у нас на Вот туда. холодильник. Но туда обязательно один. И на холодильник второй. У нас тоже, ну, покупают магнитики и все. Потому что говорят то, что, мол, вот это животное принесет успех в семью, в дом этот, в котором висит вот этот магнитик. Вот так вот. А еще говорят то, что нельзя есть мясо того животного, которое в этом году. То есть кролика, которого мы никогда все равно не пробовали, мы в этом году опять же не попробуем. Кролика люди едят? Да. Моя жизнь не будет прежней. Я не думала, что... Ну ладно. Какие, ну вообще, ты уже, кроме вот МСК, какие есть еще планы? Там, не знаю, может быть, прям какой-то, прям четко. Летом я хочу пройти какой-то курс по программированию. Надо. Да, это нужно. Потому что, кстати, таким образом можно же будет потом зарабатывать деньги. Да. Писать сайты. А у тебя какие цели? Ну, вот я говорила, в Волшел хочу попасть обязательно. Потому что прям хочется хоть раз в жизни попробовать что-то подобное на лагерь. Потому что мне уже как бы 17 практически. На лагерь? Ты никогда не была? Я никогда не была в лагере. Никогда. Вот. Поэтому моя цель попасть в Волшел и как бы почувствовать эту атмосферу. Потому что Волшел это бесплатно. А во-вторых, ну там прикольно, там классные люди должны быть вообще. Просто вот сейчас сколько общаюсь с людьми, свои пиры, они все такие осознанные. Чувствую себя иногда странно в их обществе. Чувствую, как будто я какая-то не так. Ну тогда я желаю, чтобы тебя туда взять. Спасибо. Чистое сердце. И, кстати, у меня день рождения в январе, то есть после Нового года. Готовьте подарки. Всем пока. Да. Адия, саған қыс мезгілі не үшін ұнайды? За Новый год. Я вообще после Нового года не чувствую зиму, как-то наоборот уже хочется, чтобы она закончилась. А до Нового года, я не знаю, я в этот снег готова падать, вот так лежать целыми днями. Еще новогодняя ночь, она кажется, знаете, вот как какая-то нереальная, я не знаю, как это объяснить. Такой красивый, я не знаю. Просто все классно, да. Атмосфера, вайб. Да. Как будто ты где-то в сказке. Да. Ну, а потом, когда пробьют куранты, и ты сидишь такой, все закончилось, спать пора. Да, надо мыть посуду. Это вообще ужас. У меня есть посудомойка. А я до 3 мою посуду, представляете? До 3. Еще приходят какие-то гости, которые не я звала. Да, и за ним потом мыть посуду. У тебя есть посуду? Ну, хорошо, что к нам гости обычно не приходят, только Пашки с Сашкой могут прийти. У нас какие-то дальние родственники. Ну ладно, в этом году такого не было. Просто чисто свои. Ну, все равно. Потом, что еще? А я люблю зиму за то, что у меня... Ну, во-первых, Новый год, да, а во-вторых, у меня день рождения. Но я это уже упоминала. Так что... Она не специально, что? Это не намек. Мои намеки слишком тонкие. Вот такие вот просто тонюсенькие. Вы сразу должны Ты понять. читаешь новогодние какие-то книжки? Ну, может, здесь есть, не знаю. Ну, я на самом деле... Ну, я вообще люблю читать книги, но новогодних книг прям с такой атмосферой не особо получалось найти. Только вот Гарри Поттера перечитываю, может быть, что-то подобное. Ну, допустим, какие мероприятия, ты знаешь, какие мероприятия у нас от клубов вообще собираются? Вот. По идее, мне Я нравится... особо не слышала. Мне нравится то, что Адал Волонтерс каждый год, ну, вроде каждый год, да? Да. Устраивает... Ну, не каждый, это второй вроде. В прошлом году, в этом году. Да. Но в том Вот. году это было после Нового года, в этом году до. Они устраивают какую-то вечеринку. Да. И в прошлом году я... Не, в прошлом году было не очень, в этом году будет лучше, надеюсь. Да? Да. Ну, тогда ладно. Надеемся, что в этом году будет лучше, поэтому давайте Да. покупайте билеты. Нам не платили за рекламу, Там это лишь просто... 2500, ребят. В прошлом году было 6 тысяч. 6? Да!
вроде. Ну да, 6. А в этом году 2500, я в шоке. Все быстро. Организаторы еще поменяли? Да, поэтому давайте бегите, там классные организаторы. И вообще, нет, в прошлом году тоже были хорошие, но в этом году прям самые лучшие. Мне не платили. Еркежан. Да. Все. Бегите, покупайте билеты. Кстати, Там, наверное, осталось 2-3 билета, поэтому давайте. в детстве в школе у вас же был Новый год, да? Вот. Да. В кого ты тогда наряжалась? Или какой-то персонаж, я не знаю. Принцесса. Я на самом деле никогда особо не наряжалась. Типа, у меня было какое-нибудь белое, чаще всего, платье. Вот чаще всего белое почему-то, я не знаю. И вот, просто белое платье. И мама мне обычно накручивала кудри на бигуди. И ты вот так вот сидишь и спишь с ними. Они такие мягкие, ну они мягкие были, но все равно это было больно. Да. Потому что это в детстве еще родители говорят, вот, волосы испортишь своими этими утюжками. И ты такой, ладно, хорошо. Соку. А я тоже просто Золушка. Которая не теряла туфли. У меня у младшего брата всегда какие-то придумывали штуки, и им надо было покупать эти костюмы снеговика, кого-то еще. Мой брат там вообще был тогда какой-то пират, что ли, я не знаю, или король. Вроде пират, не помню. Но сейчас дети вообще не наряжаются. Я до класса 4, ну, что-то такое прям, кто-то придумал, кто-то в пиратов, вот как раз-таки. А сейчас дети просто приходят в чем-то, в телефонах сидят. Да. И им еще сладкие, блин, подарки не нравятся. Осуждаем. А у нас... Мы где отмечали Новый год? Вот в школе? В плане именно в школе отмечали? Да, именно в школе, в спортзале. Мы в 3, 4, ну и 5 классе отмечали. Вот до того, как я в эконом ушла, потом в НИШ, мы отмечали, да, в школе. А потом, до этого, то есть в 1-2 классе, в 1 классе мы отмечали в ПКВ. У нас прям аниматоры были, там прям родители пали. Это которое, где этот детский парк же есть, такая развлекайка. Вот там. Я все детство свое провела в развлекайке, вот честно. Жиза. Это там, где напротив швейк-школы? Да. Я там все детство провела, потому что папашка с Сашкой там рядом живут, и я всегда такая, все, пошли. Еще там десерты такие дорогие, ямы. Я там особо не кушала, кстати. Я Бывала смотрю, иногда. такой кусок, я не знаю, сколько он там был. Тогда было дорого, а сейчас не знаю. Сейчас тоже, наверное. Какие подарки ты получала на Новый год? Какой был самый запоминающийся? Вот прям такая, вау! Навсегда запомню. Это, наверное, наушники и телефон, и потом... Что еще? Ну, по идее, это материально. Да? Да. Вот. А была... Я не помню. Какие подарки не запоминаются? Дарите что-нибудь. Телефон, например. Ну, мне телефон подарили и наушники. Вот. Я была настолько рада, потому что у меня был тогда старый телефон. И мне было вообще стрёмно с этим телефоном ходить. Вот, мне подарили телефон, я такая, еще с наушником вместе. Это было вообще топ. Подарите мне наушники, ладно. Беспроводные? Завтра будет. Все, давайте. Ну, у меня самый запоминающийся подарок. Ну, у меня особо прям... Я любила прям игрушки, на самом деле, а такие подарки... Обычно я прошу одежду, но вот из таких подарков прям запоминающихся были коньки. Они у меня до сих пор есть, получается, я до сих пор на них катаюсь. Я вообще люблю каток. Вот, я еще за это люблю зиму. Потому что в Семске нет катков крытых, есть только открытые. И поэтому из-за этого приходится только летом. Летом. Зимой. Есть какой-то. Где? Ну вот, открылся, а до этого не было. Летом. Я сказала про катки летом. Ребят, думаю, у нас уже у всех нишевцев немножко с мозгами все плохо. Давай расскажем немного про планы подкаст клуба. Чуть-чуть. Если я не знаю. Ну, ты была бы с разными клубами, по типу Пир. У нас же в этом году открыли 23 клуба, 23 да? клуба, Вот. даже больше их сейчас. Потому что если И старые еще, где-то 23. около 35. Наверное, да. Ну Это или хотя бы 30. Вот. Этот клуб, это соул-подкаст, и типа... Разве не 16? Нет, 23. 23. Потому что еще дополнительно же открыли, которые не пропустили дальше. Они такие, дадим вам шанс. И вот, он барлығы мен егер де подкаст түсірсе, онда
бір жылға жетерлік дей. Мне кажется, нам хватит контента вот так вот до конца нашей жизни. Ну. Вообще, очень много клубов открылось. На самом деле, это, с одной стороны, классно, то, что всем дали шанс, но, с другой стороны, это очень трудно для учеников, которые хотят поступить в клуб, потому что ты выбираешь, тебе приходится выбирать. И это очень большая ответственность. Ребят, вообще, лайкайте посты наши, подкаст-клуба. И я хотела вас перенаправить еще в мой клуб. У нас скоро выйдет, или уже вышли, посты про Новый год, поэтому давайте, там очень много всего интересного. Наши ребята писали рассказы, стихи, арт-клуб их иллюстрировали, поэтому приходите, смотрите. Возможно, я напишу или в комментариях. В описании я вряд ли оставлю, потому что мне не дадут. В комментариях напишу. Кстати, как ты относишься к тому, что вообще вот вся эта подготовка к Новому году, даже вот тут вот украшали, это все ради одного дня на самом-то деле? Да. Типа, люди тратят столько денег для того, чтобы отметить этот праздник. Кто-то снимает целые коттеджи. Вот ради одного дня. То есть в Америке, допустим, там вообще все идет с ноября прям. У нас как-то больше именно ближе к самому празднику, а в Америке вот Хэллоуин прошел, все сразу. Да. Сразу все улицы уже там красно-белые, зеленые, елки везде, новогодняя реклама. В Казахстане так же. Да, но не настолько. Все равно еще как-то ближе к декабрю уже. А у них прям сразу. У нас же вот в декабре начинается, да? Вот в городе такая атмосфера Нового года. Вот. Я отношусь к этому нейтрально, потому что, ну, это, во-первых, праздник. Да. Я сама это я понимаю. Поддерживаю эту идею, а во-вторых, есть люди, у которых, может, как сказать? Достаточно или, наоборот, недостаточно? Недостаточно средств. Да. Они пытаются... Они вот с ноября, вот считайте, ноябрь, декабрь, может, даже октябрь, они уже начинают деньги копить или еще что-то, зарплаты откладывать. На самом деле, это реально многие, то есть все свои деньги вот так вот в конце декабря тратят, и потом весь январь, на соль. У них потом долги, вот это все. Да. Еще перед Новым годом всегда какая-то суета. Да. У кого-то подарки, тайный сад или еще что-то. Едешь в супермаркет перед Новым годом, лучше не заходи туда. Потому что там столько народу. Еще на это... Но зато всегда много всяких акций, можно купить что-нибудь по акции. Black Friday, да? Ладно. Кстати, ребят, как вам наша атмосфера? Смотрите, мы это все... Мы-то прям пытались создать вам уютную атмосферу, поэтому напишите в комментариях, как вам это все. По идее, мне все нравится. Я бы хотела, чтобы жағырақ тұрды, жаңа жылға қарсы ғана емес, и после Нового года, чтобы осындай диванчик был. Да, прикольно. Да. Может, так и оставим? А потом нас со школы выгонят. А где я сам? Нет, их тоже. Да. Они соучастники, вы просто их не видите. Ребят, вообще, подводя итог нашего подкаста, мы просто хотим пожелать вам всем удачи в новом году, 10-классникам, 12-классникам сдать МЭСки и 11-классникам сдать IELTS, а младшеклассникам, в принципе, в этой школе начать чувствовать эту школу еще больше. То есть 7-классники, вот вам, чтобы вы почувствовали атмосферу ниши и тоже не спали ночами. Я случайно. Я вас не запугиваю. Ну и с родителями, с друзьями хорошие отношения. Да. Проведите вообще этот год следующий очень хорошо. И, в принципе, Новый год желаем вам провести в кругу близких вам людей. Семиклассникам также желаем вообще хорошую продуктивную соцактивность, чтобы у вас ваша школьная жизнь была намного интересней. А также желаем удачи в проектах, потому что наши проектники — это прям очень смелые люди. И олимпиадникам, кстати, тоже удачи, у вас скоро Олимпиада сетевая. А, да? Да. И еще желаю удачи вот этим лидерам, которые открыли клубы. Вот, как сказали, их 23, что ли? Нам с тобой тоже удачи. Удачи, ребят, да, потому что это очень большая ответственность. Да. И желаю, чтобы вы достигли больших высот. Всех вас любим. Правда, с вами были Soul Подкаст. Мы, правда, рады за то, что вы были с нами это время.
И Поставьте лайк, да, подписывайтесь. желаем вам всем вообще прекрасного Нового года и вообще всего самого хорошего. Еще встретимся.